прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Любимец Всевышнего. В Доме печати подвели итоги конкурса на лучшее стихотворение собственного сочинения, посвященные посланнику Творца. Имена победителей узнаем у Турпала Литайсумова. Новогодний all-inclusive. Место очень красиво. Приятно вообще отлично. Первый раз в жизни я был в таком месте. Показ благотворительного спектакля устроили детям в театре имени Ханбаши Нурадилова. Герои каких сказок ожили на грозинской сцене. Помня подвиг отцов. Нами подготовлена разного рода программа развлекательного характера. Для детей сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей устроили праздник в дельфинарии. Бойцы батальона «Восток Ахмат» провели оперативную работу в районе селения Работино Запорожской области. В данном направлении наши военнослужащие оперативно выполняют боевые задачи СВО. Четким прицеливанием они провели сбросы при помощи беспилотных летательных аппаратов и скорректировали направление работы наземной артиллерии. Жители продолжают совершать тахаджуд-намазы в мечетях. Собираясь в утренние часы, верующие возносят дуа Всевышнему, прося его о милости и помощи для угнетенных братьев и сестер мусульман Палестины. И в каждой молитве они просят также Творца о скорейшем возвращении чеченских бойцов домой с победой. Bozdal khastam Daud Baybarvela del Sanam Hilson Vezin del On Shah khastam bitch khastam Bodan Latsu On Shah khastam bitch khastam Ba'ashin Dagdaiti khastam Ba'ashin Dagdaiti Sanki khastam Babishi Da khastam Dagdaiti Sanki khastam Babishi Vezin del On khastam Mu Babisti Asha Gorsi Zuksha الجزمت عدال الهيداود هيز بابا بيزر شي خاصة بيعي وزدال خاصة بابا ويدال ويدين أجديكا دال شادين دوشتو ديكا خاصة بيش بيسات وشتات خاصة بأعتباح نعمة ديل لدوخشو يديل جاويو يديل دوشتو تنوال بنتقيات. В администрации Урус-Мартановского муниципалитета состоялась церемония передачи наград родственникам. За проявленное мужество и отвагу на СВО бойцы были удостоены высшего звания региона «Герой Чеченской Республики» посмертно. Указ подписан Рамзаном Кадыровым, Мадина Нусалчиева о тех, кто пал смертью храбрых. Звание Героев Чеченской Республики присвоили сразу нескольким бойцам. Расстраивает только тот факт, что для них это посмертная награда. Они погибли, выполняя свой служебный долг на территории проведения специальной военной операции. В здании Урус-Мартановской администрации медали передали их ближайшим родственникам, выразив им слова скорби и благодарности за жертвы достойных сынов Родины. Присваивается звание Героя Чеченской Республики. Среди погибших героев были и те, для кого стать участником СВО было спонтанным решением. Речь идет о добровольцах. Сын Тамары Далдаевой, 39-летний Руслан Далдаев, работал в Москве в охране. Приезжал домой на несколько месяцев. В один из таких приездов все и случилось. Женщина не подозревала о его планах. Högsta årsavvarna har bolat tydliga ansyn. Sin inte idealer dyrse. Aholildo är så indriert smal harashigal. Själv rishit dindo. Davahitcha indrierish. Nano akir schiden. Dal sober lolsan. Dal deqal boilish.
Тан үйшік собордық иман. Да, собор иман выльцали. Награду отца забрала его единственная дочь, 11-летняя Сабина. Сдержать слез у нее не получилось. Тоска по папе для нее соперничает с гордостью за его подвиги. هذا قونا استكهر بالقويون وده الإيمان سوبر هول هو ريسبوبليكا رئيس هو قونا هوش قونا تربل هو لوش جوهر وباتشو نمزع عش حياتنا يوم ده عشان إيمان سوبر هول هذا دوكايا ويل ده المولع هذا آخر حال شو دي شرت يشرت تدورس كوك دورس ده المولع توجهتو دون توجهتو نخر دون هو دول دي دون ده المولع دي كده ده دوكايا ويل Они все были разными. Характер, возраст, внешность, отличалось все. Но в своем безграничном патриотизме они все похожи. В свою очередь, руководство региона с уверенностью заявляет, что каждый из близких погибшего всегда может рассчитывать на их помощь. Членам семей погибших сотрудников помогают в трудоустройстве и поступлении в учебные заведения. Всего оказывается около 60 мер социальной поддержки различного уровня. Также стоит отметить внимание, которое семьям оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мадина Цылчиева, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном выбрали лучшее стихотворение собственного сочинения на чеченском языке о посланнике Творца. Всего было подано 80 заявок, в полуфинал вышли 11 человек. На состязании присутствовали чиновники и богословы. Помощник главы региона, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем выступлении отметил, что такие мероприятия вносят значимый вклад в укрепление духовных ценностей и приумножают знания чеченского языка. Узнаем имена победителей у Турпала Алита Исумова. В конкурсе на исполнение стихотворений, посвященных пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, приняли участие 80 человек, без возрастных ограничений. Главным условием было собственное авторство и написание на родном языке. Официальные лица и религиозные деятели пришли поздравить тройку победителей. Благодарность организаторам конкурса выразил помощник главы Чеченской Республики, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Bozral sonra ugur kvartning del samar shal del pamar del yalchna alayhi sallam noqchi mattabayt jazwash al shu berki bol bu ish shu qoz hadu ordu hayj alamat adam aslan qadar shakhsa woshtu wa bidir bil shudak chaza hayat badag dich ويدول شو ده لقوا ده ده إعبارات كيال هو كونكورس عداء لو تخلق سونزا يتريح شابق توال هو كونكورس عداء لا تنيت خل شيء تعبوه كيتشين هو كونكورس يشوف بيل هو يقع خل والأجساد كيدو والشابق توال هو مصير ده إعبارات كيال ديرز خل أخا هو نقطة مت شو الدقائق هو بلا وبريد الاستواء إذا نشكع دقوا مربريات دقوا تعنقية تشرحوا شو برنامج بلان مربريات Для улучшения знаний родного языка детьми были переведены мультфильмы, а телевидение и другие средства массовой информации сделали много контента на чеченском. Это тоже принесло свои плоды, отметил министр. ناقصتي وبلا ناقصتي وشق يتعدي السزدات تنسجع زوكا بيك خل رجيسور خل مونتاج يشويك خل أوجر كوارت نجز نوخش ما تيقيش قد وقنا وشوش قيت بلش بين هوك شرح وغير نجا كبع صودا دوك سيرش نوخش ما تيانا يش دعوي شوي زويا إنترنت شوي وغيش شوي وقش تاقس دي حتى مليون مليون غير برس موتر يوي خلق سوسونا وي تلفزيونيش جزيتش أجين سلوش مسار دوك بلش بينا هوك شرح تقدوت نغلات الجي وهرشود عدو اللوشة وإفيريحة تق إنترنت شو بيجبل بلوش إجت أي 8% جيرج نوخش ما تعبر كونتنت أول قوت أي 8% جيرج نوخش ما تعبر إبلوش تق تغنا هرخشير شقينه وحقوتش ودقو كل بريداتش دقو كل روبريك شو قيانا تغلي جدينا عايش يقر بارمع الجي ويتعقويتش بلوش إنترنت شو بيجش بيج إفيريح راديو بيج يقر Третье место в конкурсе, инициированном телерадиокомпанией «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, занял Юнус Хачароев. Награждение провел председатель Союза писателей субъекта Аламхат Ельсаев. Автору 10 лет, но строки, написанные им, трогают до глубины. محمد عليه وسلم ديتر حجم
словам Аламхада, министерство под руководством Ахмеда Дудаева делает много полезного на протяжении многих лет, уделяя внимание самым разным соцнаправлениям. При этом он высоко оценил и исполненные финалистами строки. غيش إقيادة بل تحيلش توديلا دلا نيت خلالك أزك تدلا بقدرش فهمش بوتأق هيتي مصر من رفعتي حقو أعمد شاقي خنشك زامو أيتي ساقي إذا سون بقلير بغيت تأمين هنز همت تجاه أوشخ قاعدة سوق وسقيقرة دوك سوق خلوسوا خيتو إخوان متكو شو أستيبان بيتي أزين غيرتي وشك مجهو خيرو أغيتشا هوش إيمان جوا خالقوش بوصل ناخلت عشا هوش ديك دين Второе место досталось Хади Курбановой. Награждение провел директор департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства региона Аслан Абдулаев. Сама финалистка также отличилась оригинальным исполнением. Богослов подчеркнул, что такие конкурсы радуют сильно, поскольку это познание религии. يستوى الله عمره دال خاستن بنا صوت عمره الله شا دال خاستن بو هين شوت أحوال خلدات يربل خشاء دال اسم هدير درقونيخ الجا ويل خل استجي شيخ مو بايد بير برتي ويل خل تقن ويتيش خلق تحسك بحندل شا أخوي مخقع خلبلو بقيش خيسمش سندير مسان أخ ديز دلها أسوبايد بير برتي أخدينخت أولش شو خوبايد بير برتي قومخت أولش يستخت أولش أخ بيرو أنلو البيت ألجأ ويك أم تادلر دوي ويدينح تادلر دوي ويقان لإرسد دوي. Первое место было присуждено Любе Арсалиевой, шеф-редактору художественно-развлекательных программ ЧГТРК «Грозный». Награждение провел Адам Шахидов, директор ТРК «Путь» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. نخش متاح يازوش خلچه نخش متاخ قيدول شمانا بيتش يازوش خلچه ات سيلا دوقش غلقنا سه تجمع نيت قحچه حسوج او يقي وند الچه ديل ارسال مارشال هويسون ديل الچه إتخستنا ويقيمل خستور وتنقط ألدوش إرندوق أقا تخنا هم بقدر يزاحها تقصي قلر لحها أتبيتو تلمت دلوشي خاصون إسي قلر لحها إتيبا بيت خلرا سون دوق дозолхит. Директор ТРК «Путь» Адам Шахидов отметил большой вклад главы субъекта в развитие национального языка. Он подчеркнул, что для людей незнание родной речи абсолютно недопустимо. ويبقى بقدرش ده الخاصة ما بيشحال دوية ده ليكس بيقم بقول ويبتشعنا أتصل شوغة تدا نقص بلخن إيه بغيتنا دنيا عالم يحا نوختي قامسن إيرش دنيا شويش قام ده دويتي ألا بصر من يخدقا ويلقلا يلا سار يحاول شوي نخزناتو هر أعمدار وحلق شعر ما ألا يرشو شيزت أي قولق شو نوختي مهتنتين إيه بغيتنا فتشود عقيقين داشتور شدر هره شيء قام شيء موق شيء موق دق بيشوال شون إيميل ميغل هم نخايس هذا شيء لا تسخلش أو لا تنقعدش قام تسخلش سابيك شيء موق تسخل شيء يقام دوش دق إس.
Почетные грамоты и денежные призы были вручены всем троим. Подарок предоставлен общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. Все они не просто исполняли стихотворения, но и показывали знания из жизни лучшего из людей. Руководством региона уделяется пристальное внимание данному направлению, чтобы все без исключения знали ценность ислама и его историю. Турпал, Лолита Исумов и Аслан Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Благотворительная акция для детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, прошла в активити-парке Вингивиль. Событие состоялось по инициативе первого заместителя министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмада Кадырова. Финансовую поддержку оказал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках комплексной программы, которую подготовило республиканское общественное движение Турпалхой, для детей были доступны различные развлечения. В столичном ресторане «Парус» для палестинских беженцев устроили праздничный ужин и яркую развлекательную программу для детей. Мероприятие организовано по поручению начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадыровой. Амина Тупилагова о празднике для ребят. С выступления детской студии «Ихсан» начался праздничный ужин, организованный для палестинских беженцев по поручению начальника департамента по дошкольному образованию мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой. Впереди дорогих гостей ждала интересная программа. Когда дело касается веселья, языковой барьер совершенно не помеха. Прямо сейчас аниматоры развлекают детей, вовлеченных в игровой процесс. В ходе игры появились совершенно новые для палестинских детей персонажи – Баба-Яга, Снеговик, Снегурочка и, конечно же, Дедушка Мороз. В силу традиционных особенностей все они были для маленьких гостей в диковинку и вызвали бурные эмоции. Мы сегодня впервые видим Дед Мороз и Снегурочка. Было очень, нереально, что мы видим это все. Очень понравилось, было весело, рады мы. Мне понравилось, как девочки пели и как они танцевали. Мне очень сильно понравилось. Развлекательная программа с участием аниматоров завершилась раздачей сладких подарков, после чего всех присутствующих тепло поприветствовал помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он передал слова приветствия от Рамзана Кадырова и заверил присутствующих, что им будет оказана всесторонняя поддержка. Друзья, как мы отметили, ваша боль – это наша боль, ваша трагедия – это наша трагедия, ваша беда – это наша беда. Мы, к сожалению, сегодня не можем вернуть ваших погибших родственников, мы не можем вернуть ваши дома, вашу родину. Все это вы потеряли в одночасье, как мы знаем. Но мы можем гарантировать вам, что мы здесь, в Чеченской Республике, поможем каждому из вас. Завершая свое выступление, министр передал слово директору телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адаму Шахидову. Он обратился к палестинцам на арабском языке. Приветствую наших любимых братьев и сестер из Палестины на чеченской земле, на вашей второй родине. Также в зале прозвучали нашиды. Ису Исымбаева палестинские дети встречали с особой теплотой. Конечно же, не обошлось без знакомства с чеченской эстрадой. Подводя итог праздничного ужина, выступили и представители из числа палестинцев. Руководитель Международного детского андрологического центра профессор Асаад Матар специально прилетел из Москвы, чтобы посмотреть условия, в которых пребывают его земляки. Приехало 1200 человек, эвакуированы из Палестины, из Газы и в Россию. Около 200 человек приехали в Чечню. Но я наблюдаю, я связываюсь каждый день постоянно на связи со всеми палестинцами, которые в разных городах. Все города стараются, но как старается именно Республика Чечня и руководство Чечни, мне кажется, они молодцы. Мудрость Рамзана Кадырова действительно она отражается во всех отношениях, во всех сферах, и где находятся палестинцы именно в Чечне. Настолько он солидарен, насколько он помогает. Я вам скажу одно, даже палестинцы, которые в Газе и в других странах, завидуют
тех палестинцев, которые здесь и хотят, говорят, можно нам тоже мигрироваться или приехать в Чечню. Вы захватили сердца у палестинского народа. Завершилось мероприятие памятными фотографиями. Амина Тупилагова, Рахман Хаджиев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Яркое художественное оформление, разнообразные костюмы, забавные герои и много песен. На сцене Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова состоялся благотворительный показ детского спектакля «Сказок мир на целый мир». Постановку организовали для детей-беженцев из сектора Газа, погибших сотрудников правоохранительных органов, сирот и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Представление шло на чеченском языке с синхронным переводом на русский и арабский. Какие еще сюрпризы ждали малышей, расскажет Валентина Гусевская. В преддверии Нового года начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова организовала благотворительное мероприятие в театре имени Нурадилова для недавно прибывших детей из Палестины и для детей погибших сотрудников правоохранительных органов, сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Данная акция была организована по инициативе начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Кадыровой Хадижат Рамзановны с целью поддержания духа палестинцев, чтобы они знали, у них есть братья и сестры по вере, которым близка их проблема, которые поддержат их в любой сложившейся ситуации. В первую очередь детям, их родителям и опекунам рассказали о почти столетней истории Чеченского драматического театра, проведя экскурсию по музею, который открылся осенью этого года. Всего в мероприятии приняли участие 700 человек, 503 из которых дети. Здесь нужно понимать, нет ничего важнее, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и счастливым человеком, как все. Он не должен себя чувствовать другим, изгоем, ни в коем случае, потому что все дети одинаковые. Они хотят радоваться, они не понимают всего, что происходит, что делают взрослые плохие люди вокруг, и не нужно им это знать. Здесь очень надо тонко подходить к этому, и очень часто надо такие мероприятия проводить. Очень у вас это много что-то есть на вашей истории сказать. А здесь мы все довольны почти. Я все смотрел, наши дети довольны, и женщина все о компании так. Мы чувствуем себя как в родине, да, наши народы, потому что чеченские нас приняли как настоящие братья. Спасибо вам большое. После экскурсии всех присутствующих пригласили в зрительный зал на новогодний спектакль. Он состоял из 3 историй, которые научили детей не бояться трудностей, сформировав образ положительного героя верному своему слову. Спектакль прошел на чеченском языке, желающие смогли слушать перевод в наушниках. В первый раз в театре переводили сразу на 2 языка – русский и арабский. Синхронный перевод с чеченского языка осуществляется в режиме реального времени. У переводчиков есть текст, уже заранее переведенный. Они смотрят спектакль через специальное окно и параллельно переводят реплики актеров. Эмоции детей во время спектакля самые искренние и бесценные, но на этом мероприятие не закончилось. После представления детям подарили подарки от начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой. Сладкие познавательные сюрпризы вручили ребятам герои сказок и Дед Мороз со Снегурочкой. Мне больше понравилось Дедушка Мороз и Снегурочка. Вам понравилась сказка? Да. Мне все понравилось. Спасибо, скажи за подарок. Спасибо за подарок. Спасибо! Спасибо! Хадижат Кадырова подарок. والهدايا كتير كيوت حلوين. Подарки очень хорошие, красивые. Спасибо вам за все. Спасибо большое على كل شيء. Место очень красиво. Театр вообще отличный. Первый раз в жизни я был в таком месте. Все отлично. Нам хорошо, уютно. Организаторы рассказали, что это не первое и далеко не последнее мероприятие для детей, которым необходима поддержка. Ну а сам спектакль «Сказок Пир на целый мир» будет идти с 25 по 28 декабря. Валентина Гусевская, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Захватывающие прыжки, синхронное плавание, катание тренера на спине. Эти и другие трюки в исполнении дельфинов каждый раз вызывал восторг у маленьких зрителей. А в Грозненской дельфинарии организовали для детей-сотрудников, погибших при исполнении служебного долга из Шилковского муниципалитета, праздничное мероприятие. Об эмоциях и впечатлениях не только детей, но и дельфина Лаки расскажет Мадина Кураева.
Перед тем, как посмотреть долгожданную шоу-программу, организовали вкусный обед для всех участников акции. Большая радость для ребят. Здесь 50 детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга из Шелковского района. По поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в Шелковском муниципальном районе проводится масштабная работа по оказанию поддержки семьям участников специальной военной операции. В связи с наступающим Новым годом нами подготовлена разного рода программа развлекательного характера, утренники, выезды для детей, погибших участников СВО и детей, погибших сотрудников на территории Чеченской Республики. Сегодня при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, организована поездка в город Грозный, Грозненский дельфинарий. В Грозненском дельфинарии большая игровая зона с развлечениями на любой вкус. Дети могут найти себе занятия по душе, познакомиться и подружиться со сверстниками. Каждый в ожидании увидеть главных героев праздника. Такие акции для детей проводятся на регулярной основе. Видя, как ребенок радуется, счастливы и родные. Каждый раз ты дамбешь до подарок шло, дог уйц. А вот и волнительный момент. Все детишки заняли свои места и ожидают появления любимых млекопитающих. Колдер, Аврора и Большой Лаки. Так зовут 3 дельфинов, которые вот уже на протяжении 6 лет показывают зрителям различные трюки, поднимают настроение не только детям, но и взрослым. Шоу сопровождалось и различными выступлениями артистов. Огненное представление и завораживающие трюки воздушных гимнастов. Зрители зарядились энергией и яркими эмоциями. Своим настроением с нашей съемочной группой поделился и всеми любимый Лаки. В целом день ребята провели позитивно и весело. За время существования региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовывает самые разные благотворительные мероприятия. Особенно в канун Нового года они проходят более радостно и запоминаются надолго. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. В Ростове-на-Дону стартовали соревнования по быстрым шахматам этапа «Рапид Гран-при России». Они посвящены памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Всего участвуют 120 человек от 7 до 60 лет, в том числе шахматисты из нашего региона. Состязания с каждым годом привлекают все большее число желающих проверить свой интеллект. Турнир продлится до 27 декабря. В качестве почетных гостей присутствуют официальные лица Ростовской области и Чеченской Республики. Сегодня в этом зале у всех прекрасное настроение. На улице снег, наконец-то. Ростовская ледяная погода прекратилась. И с открытием сегодняшнего нашего турнира мы еще и встречаем зиму в Ростове-на-Дону. С 2011 года ежегодно в Ростове-на-Дону мы проводим турнир имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Как вы заметили, когда я объявил, что давайте посетим сегодняшний турнир нашим бойцам, которые защищают независимость нашей Родины сегодня, какие аплодисменты были. Потому что имя Героя Ахмата Хаджи Кадырова правильно соответствует сегодняшней идеологии, сегодняшней ситуации. Он в свое время спас чеченский народ, он в свое время очень сильную роль, решающую роль сыграл в сохранении Чеченской Республики и России в целом. И сегодня же прошло короткое время, история повторяется. Поэтому нашим бойцам крепчайшего здоровья, а нашим спортсменам только побед. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.